Семья Айзан Тайсумовой смотрит телевизор только днем. Вечером все меняется. Тусклый свет и постоянные перепады напряжения электроэнергии. Уже сгорели несколько чайников, пылесос и холодильник. Если без первых можно как-то обойтись, то холодильник – вещь просто незаменимая в быту, жалуется Айзан. Особенно в летнее время года. По словам жителей улицы Батаева, проблема с электричеством здесь тянется еще с конца 90-х. Устав ждать помощи со стороны, они своими силами провели свет в дома. Неоднократные обращения в ресурсоснабжающие организации с просьбой провести централизованные сети электропередач ни к чему не привели. 800 метров купили кабеля по 45 рублей метр. Это пенсионеры, инвалиды. Тогда народу было немного, в 96 году. А сейчас народу наехало, построились, застроились. И катастрофически не хватает света. Горят холодильники, горят телевизоры. Вечером дети не могут сделать уроки нормально, потому что нет света. Вот. Чуть-чуть капнет, отключают. Самодельные паутины из проводов тянутся по всей улице. Столбы увешаны ими, как гирляндами. Во время дождей или ветра они часто обрываются, а это может привести к непоправимым последствиям, переживают горожане. Минус – провод отсутствует. У каждого во дворе заземление. И на газовую трубу у большинства заземления, а по закону это противопоказано. Но выхода больше нету, потому что свет, если заземление не сделать на этот газовый провод, трубу, то вообще тухлый свет. Днем он вообще до 100 не достигает напряжения. Поэтому зимний период вообще слабое напряжение. Между тем, в администрации заводского района утверждают, что знакомы с ситуацией на улице Батаева и проблему линий электропередач неоднократно пытались решить. Чига действительности после военного периода, чига линия тесная, единственное, и ца улиц было объяснение линия тесная, его за трансформатор хитцес Андреевская долина проблема. И проблемы мэрии города в курсе и у КГХ. Ведь эхара мэр города иняла мусимсинил совещание. И Чеченерго церга даэла дари вопрос решить мацдошер. Вогин пересылки уж до хузаязина Чеченерго дадать там письмо до при 100% погашении за задолженность чаще линии штая и реальда это ответ дартхона. Сега 100% погашения жина и населения сега проблема именно оплате. На 16 год сейчас включительно и был бир буэльтер отведала до цар хинцассатующим до того хитцар решение и ребош. В свою очередь, в ресурсоснабжающие компании Чеченэнерго обещают изыскать необходимые средства для частичного ремонта линий электропередач. Специалисты уже оценили масштабы предстоящих работ. Надо включить в бизнес-план следующего года или в ремонтную программу, или инвестиционную программу, для того, чтобы были средства. Там надо понести хорошие, нормальные денежные средства, для того, чтобы полностью восстановить электроснабжение этой улицы. И эта работа нами ведется. Точные сроки полной замены линии электропередач назвать никто не может. Поэтому пока жителям улицы Батаева остается надеяться, что до этого времени поможет хотя бы частичный ремонт. Амина Магомадова, Халид Мавсаев. Новости.